отделении реанимации на сегодняшний день находится 10 тяжелых больных. Сатурация 90, ниже 92 и ниже. С высокой частотой дыхания и дыхательной недостаточности. Больные с хроническими заболеваниями. Началось, как всегда, с температуры. Дома пробовали лечиться. Не получилось. Скорую вызвали. Здесь. Да. Не хватает воздуха. Очень трудно дышать. Просьба к вам не попадать в больницу. Лишний раз лучше привиться. Здесь очень тяжело. Но медперсонал ответственно, чутко относится. Спасибо им за внимание, что поднимает нас из таких тяжелых, крайних ситуаций. Спасибо медперсоналу больницы, местной администрации, которые в совокупе вместе работают с Министерством здравоохранения Татарстана, добывают нам лекарства, строят вот такие ковидные корпуса современные, которые позволяют нам быть живыми и здоровыми. И у меня просьба к всем: прививайтесь, прививайтесь. Хочу сказать о том, что на сегодняшний день в районе сложилась очень тревожная и сложная ситуация по вирусной пневмонии. Растет количество заболевших, болеют очень тяжело, заболевают в основном люди непривитые, у которых имеется множество сопутствующих заболеваний, таких как сахарный диабет, гипертоническая болезнь, ожирение. Болезнь не щадит никого, ни пожилых, ни молодых. На сегодняшний день в связи с такой сложившейся ситуацией Минздравом Республики принято решение о расширении коек в нашем стационаре. Количество коек увеличено до 60. Но учитывая сложившуюся ситуацию, количество этих коек, похоже, тоже уже не хватает. Поток больных очень большой, заболевших очень много, причем болеют очень тяжело. Поэтому единственный выход из сложившейся ситуации – это профилактика этого заболевания в виде вакцинации против коронавирусной инфекции. Я призываю всех жителей нашего района беречься от этой инфекции, вовремя сделать вакцинацию. Уважаемые телезрители, уважаемые азнакаевцы, за 8 месяцев 2021 года на территории Азнакаевского района зарегистрировано всего 530 преступлений. За аналогичный период 2020 года было зарегистрировано 604 преступления. Снижение количества преступлений составляет 12,3%. При снижении количества преступлений против личности с 269 до 153 увеличилось количество преступлений против собственности. 249 преступлений было в 2020 году и 284 преступления в этом году. Рост составляет 14,1%. В основном это кражи и мошенничество. Особую тревогу вызывает значительное количество краж и мошенничеств, совершенных с банковских счетов граждан с использованием сотовой связи и сети интернет. За 8 месяцев 2021 года в отношении жителей Азнакаевского района совершено 79 таких преступлений. В прошлом году за этот период было 78 преступлений. То есть примерно каждые 3 дня совершается одно такое преступление. К сожалению, в силу определенных сложностей, раскрываемость данной категории преступлений, соответственно и возмещение ущерба по ним весьма скромна. Раскрываемость краж банковских счетов граждан составляет всего 30%. Мошенничество с использованием сотовой связи около 9%. Несмотря на проводимую разъяснительную работу, жители нашего района продолжают
попадаться на уловки преступников. Сами передают им реквизиты банковских карт, участвуют в финансовых пирамидах, биржах, вкладывая свои денежные средства. Приведу несколько примеров. 20 сентября 2021 года следственными органами района возбуждено уголовное дело по пункту Г части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации по факту кражи денежных средств с банковского счета жительницы нашего района в сумме 280 тысяч рублей. Установлено, что неизвестное лицо с московского номера позвонила молодой женщине и, представившись работником банка, сообщила, что мошенники пытаются оформить кредит на банковскую карту потерпевшей. Поверив мошеннику и следуя его инструкциям, женщина в мобильном приложении Сбербанк онлайн на свое имя оформила кредит на сумму 250 тысяч рублей. В дальнейшем преступник завладел всеми реквизитами банковской карты женщины и похитил со счета все имеющиеся денежные средства, в том числе кредитные средства на сумму 250 тысяч рублей, которые поступили в форме кредита. Таким образом, указанная женщина сама помогла преступнику совершить хищение ее денежных средств с банковского счета. Другой пример. Житель одного из сел Азнакаевского района 3 сентября текущего года в приложении Telegram по имеющейся ссылке подписывается на сомнительный канал, где под предлогом заработка денег на бирже криптовалюты переводит свои деньги в сумме более 12 тысяч рублей на увеличение на биржу денежных средств неизвестному лицу. И, как следовало ожидать, эти деньги похищаются. Таких примеров можно привести очень много, поэтому я, уважаемые телезрители, призываю, прошу никому не передавать реквизиты своей банковской карты под любым предлогом, быть предельно внимательным при совершении операций по банковским счетам, особенно когда оплата проходит по интернету. И также быть предельно внимательным и исключить участие в сомнительных биржах, в сомнительных компаниях по заработку денег. Поэтому, уважаемые телезрители, прошу быть всем бдительными, внимательными. Поэтому всем удачи, желаю крепкого здоровья и благополучия.